В истории многих народов существовали памятники словесности, которые для многих поколений людей приобретали целеполагающее значение, становясь носителями устойчивых идеологем, выразителями мироощущения и представлений общества о самом себе и даже национальными мифами. У башкир таковым было сказание о Чингисхане или Чингизнаме. Каково его содержание и фабула? Кем и когда оно написано? И каково значение этого, пожалуй, самого влиятельного после Корана текста в истории средневековой Башкирии? Автор сочинения неизвестен, впрочем, как и его настоящее название. Например, в рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке Франции, есть наименование «Чингисханның дафтаре», то есть «Тетрадь Чингисхана». Иногда для удобства его именуют просто Чингизнаме, но тогда башкирский вариант не стоит путать с другими сочинениями, носящими такое же название. Как любой политически ангажированный текст, он был вызван к жизни определенными историческими условиями. Рассмотрим их. В 20-30-е годы XIII века началось монгольское завоевание стран Восточной Европы. Башкиры были одним из первых народов, с которым пришлось столкнуться завоевателям. Историк и этнолог Лев Гумилев писал: «Монголо-башкирская война тянулась 14 лет, то есть значительно дольше, чем война с Хорезмийским султанатом и Великий Западный поход. Башкиры неоднократно выигрывали сражения и, наконец, заключили договор о дружбе и союзе, после чего монголы объединились с башкирами для дальнейших завоеваний». Не было процесса длительного формирования башкирской автономии в рамках Монгольской империи. То есть этот акт имел единовременный характер. Также, например, как нельзя сказать, что отношения башкир с российским государством столетия формировались. То есть изначально был какой-то инициирующий акт, который сразу определил тип этих отношений. Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о характере вхождения Башкирии в состав Монгольской империи, следует отметить лишь результат данного процесса. Монах-францисканец Иоганн Венгр, прибывший на Южный Урал в поисках прародины своих предков, в 1320 году он писал генералу своего ордена: «Государя же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением». Как видим, башкирам было позволено свободно исповедовать, говоря словами католика, сарацинское заблуждение, то есть ислам, в тогда еще языческой империи. Большинство исследователей высказывается в пользу того, что монгольские ханы сохранили за башкирами, как, впрочем, и за русскими, автономию в виде вассального княжества во главе с собственными правителями. Другим повезло гораздо меньше. Кидани, кипчаки, кирииты, найманы, прежде имевшие собственные ханства, были разгромлены, разверстаны по десятичной системе и раскиданы в разные войсковые корпуса, прекратив таким образом существование в качестве самостоятельных этносов. Воздвиглась могущественная, не имевшая себе равных по территории и силе империя. И вот по прошествии времени башкиры, вероятно, задумались над причинами своей столь счастливой доли. Результатом этих размышлений, вероятно, и стала тетрадь Чингисхана, в мифологической форме объяснявшая этот парадокс. В основу сюжета Чингизнаме легли отдельные эпизоды тайной истории монголов, составленной в XIII веке. В нем также ощущается влияние собрания летописей персидского историка XIV века Рашид ад-Дина. Последний был придворным летописцем при дворе монгольских правителей Ирана, а потому опирался на ту же тайную историю монголов и устные рассказы знатоков монгольской старины. Сюжет историографического памятника Дафтар Чингизнаме или Фасл фи Баян-ы Насль Чингисхан или просто Чингизнаме
выстроен в основном хронологически, то есть после общего рассказа о родословной человечества до монголов начинается более подробный рассказ о происхождении Чингисхана. Он в основном опирается на известные как дальневосточным, то есть китайским, так и персоязычным, средневосточным авторам известия о происхождении Чингисхана, в частности о чудесном происхождении его рода. Сюжет Дафтар и Чингизнаме был сильно редуцирован, изменен и привязан к ландшафту Башкирии. Он сводится к следующему. У некоего падишаха Алтын-хана, жившего близ горы Туратау, была красавица-дочь по имени Гуля-Малик, которая жила в высоком каменном замке вдали от посторонних глаз. Неожиданно для родителей она забеременела, причем чудесным образом, от наития солнечного луча. Чтобы избежать кривотолков, Алтын-хан решил спрятать дочь в чужих краях. Он посадил ее в лодку и отправил от горы Туратау к берегам моря Тун. Там судно царевны было захвачено Тумавыл-Мергеном из племени Кият. Плененный красотой пололянки Витязь женился на ней и усыновил ее сына Дуин-Баяна, рожденного солнцем. В свою очередь, достигший совершеннолетия Дуин-Баян женился на княжне из рода Алтын-хана по имени Алангу. Алангу – башкирский вариант написания имени прародительницы монголов-нерунов, к которым относился Чингисхан, и ее потомок в 10-м поколении. Дуин-Баян – башкирский вариант написания имени Дабун-Баян, мужа Алангуа в сочинении Рашид-ад-Дина. Письменный текст довольно сильно отличается от более связанного и более развернутого изложения монгольской истории у Рашид-ад-Дина и в сокровенном сказании монголов. Эти отличия прежде всего связаны с тем, что легендарная мифическая генеалогия Чингисхана довольно сильно сокращена, то есть между Дуин-Баяном и Чингисханом изначально вообще находится 10 поколений предков, а здесь Чингисхан объявляется его непосредственным потомком. На самом деле, башкирское сказание отказывает Чингисхану в праве рождения от обыкновенного человека. После смерти своего мужа, Дуин-Баяна, Алангу беременеет от лунного света, спустившегося к ней в виде небесного волка с конской гривой. Так, в результате еще одного непорочного зачатия и родился Чингисхан. Алангуа, или Алангу, как писали и произносили башкиры, является центральной фигурой монгольской генеалогии. Согласно Рашид-ад-Дину, те монголы, которые произошли от ее совместных с Дабун-Баяном детей, так сказать, земного происхождения, стали именоваться монголами-дарликинами. А те, которые от небесного человека, стали именоваться монголами-нерунами. Чингисхан относился к последним. Кстати, имя Дуин-Баяна башкирского сказания указывает на источник заимствования. Это сочинение Рашид-ад-Дина. В результате многократного переписывания тетради Чингисхана к написанию имени Дабун-Баяна случайно добавилась одна лишняя точка, превратившая букву «Ба» в «Я». В результате Дабун-Баян Рашид-ад-Дина превратился в Дуин-Баяна башкирского сказания. В первоисточнике «Тайная история монголов» он именуется Дабун-Мергеном. Таким образом, Гуля-Малик, жившая в замке близ горы Туратау, от солнечного луча родила Дуин-Баяна. Жена последнего, Алангу, также происходившая из рода Алтын-хана, в результате непорочного зачатия родила Чингисхана. Фактически, башкирский вариант истории о Чингисхане, он усиливает сакральный статус Чингисхана. То есть дважды показывается о том, что его происхождение сакрально. То есть оно не связано с людскими желаниями, оно даровано небом. То есть вот этот концепт о том, что если и есть что-то божественное на земле, то это фигура Чингисхана, он дважды подчеркивается в башкирском варианте. Как видим, башкирское сказание ни много ни мало утверждает, что предки Чингисхана по материнской линии происходили из окрестностей горы Туратау, то есть из Башкирии.
Однажды против будущего хана восстали родные братья Буданжар, Кагинжар и Салжиут. Ревнуя к его популярности, они говорили: «Видите, наши нукеры, наш народ полюбил этого приблудного». Они сказали народу: «Убьем Чингиза». Последнему пришлось бежать и укрыться в безлюдной местности. Тогда Алангу призвала на поиски сына глав 9 башкирских родов. Мы знаем, что в Дафтар Чингизнаме говорится о том, что по женской линии род имеет непосредственное отношение к Башкирии. И, очевидно, вот этот момент, женское начало вообще в утверждении империи и обращение матери с просьбой о розыске ее сына, он имеет фундаментальное значение. Почему? Потому что башкиры не могли претендовать, и, наверное, это с точки зрения их политического устройства было не нужно, претендовать на прямую связь, родовую связь с линией Чингисхана. В таком случае их территория стала бы улусом. А вот женская линия, она позволяла им как можно больше приблизиться к главе империи, но при этом не стать именно частью иерархической улусной системы, а получить автономию. То есть это тоже функционально идеальная ситуация, когда мать именно призывает глав родов, чтобы они разыскали сына. Отправленные на поиски башкирские бии отыскали молодого Чингиза. Майка Бий предъявил ему перстень, переданный Алангу, после чего тот удостоверился в добрых намерениях последнего и сказал: «Эй, Майка Бий, если я стану ханом, то ты будешь беком». Майка Бий, согласно родословным Шижире, является родоначальником башкир рода Табын. По мнению историков, он фигурирует под именем эмира Байку из племени Хушин в сочинении Рашид ад-Дина «Собрание летописей». Известие о нем гласит: был другой старший эмир по имени Байку. Чингисхан отдал его Джучи вместе с войском. Он командовал правым крылом войска Бату. Калдар Бий, глава башкирского рода Кыргыз, смастерил телегу, на которой предстояло вести будущего хана. Поскольку в благодарность Богу за спасение Чингиза Бии отпустили своих лошадей на волю, им пришлось самим прячься в телегу вместо них. Однако Майка Бий с помощью нехитрой уловки сел рядом с будущим ханом в телеге. Обратим внимание, что история, она очень плотно снабжена всякого рода ритуалами и обрядами. Найдя его, они отпускают своих коней в качестве жертвоприношения случившему событию и сами впрягаются в телегу, чтобы отвезти будущего императора к своей матери. То есть это очень архаический древний ритуал посвящения. Фактически в этот момент глава империи сакрализируется представителями башкирских родов, они заменяют ему лошадей в его повозке. То есть империя на самом деле влекома людьми. То есть если бы не было соглашения, империя бы не состоялась. Вот этот символ этого описанного события для нас кажется странным, как это аристократия, главы родов впрягаются в повозку Чингисхана. Но это метафора, это язык символа, который прямо указывает, что империю создают не родственники, не ближайшие окружение Чингисхана, а именно вот те, кто ответил на его призыв. По прибытии на родину Чингиз был провозглашен ханом, после чего стал одаривать своих верных беков инсигниями, то есть знаками власти, тамгой, то есть тавром, ангонами, деревом и птицей, и, наконец, ураном, то есть боевым кличем. Обратите внимание, Чингисхан создает различия в структуре общества. То есть к нему приходит каждый отдельности родовой старейшина, каждый получает особые знаки, воплощающие эту власть. Тем самым Чингисхан не просто вступает в соглашение, он формирует цельное общество. Цельное общество, которое внутри имеет различия. Если бы он жаловал каждому вождю одно и то же, общество не возникло. Как говорил де Сассюр, язык строится на основании различий. То есть, если есть различия, есть язык.
Если есть различия внутри социума, значит это единый социум. Это не просто пожалование части власти, то есть это не просто передача автономии, это конституирование единого социума, единого общества, которое внутри различается по основным знаковым системам. То есть тамга, родовое дерево, родовая птица, боевой клич и так далее. Среди удостоившихся его внимания были упомянутые выше Майка-би и Калдар-би, а также Урдач-би, Кунград-би, Кириит-би, Муйтен-би, Юрматы-би, Тамьян-би, Кыпчак-би, Бурджан-би, Буркут-би, Салжиут-би. Как можно заметить, многие из перечисленных беков являются персонификациями названий башкирских родов: Кириит или Гирей, Кунград, Юрматы, Тамьян, Кипчак, Усярган, Бурзян, Сальют. Другие же, например, Майка-би, Урдач-би, Калдар-би, Бургут-би, были, соответственно, главами родов Табын, Минг, Киргиз, Гайна и Уран. Из них лишь существование Майка-би, как современника Чингисхана, подтверждено письменными источниками. Но это и не важно, поскольку тетрадь Чингисхана, будучи политически ангажированным произведением, не претендует на историческую достоверность. В ней важен лишь подтекст. Не нужно искать в фантастическом сюжете башкирского варианта «Чингис-наме» соответствие исторической действительности. Его нет. Назначение текста сугубо идеологическое. Его значение, я еще раз повторяю, оно не академически научное, оно социально-функциональное. Не имеет значения, что реально происходило. Мы 100% уверен, что Чингисхан напрямую с главами башкирских родов не выходил. Просто исторически это было невозможно. А что очевидно, кто-то из потомков установил такие отношения. Но в коллективном сознании существует только то, что определяет поведение человека. То есть узнать, что реально происходило, сейчас уже не имеет значения. Если человек верит, что это так было, причем верит это на массовом уровне, это определяет историю. То есть в данном случае мы лишь повторяем концепцию того же Леви-Стросса, что именно миф лежит в основе поведения народа, а не какая-то фактическая научная история. Особое положение Майка-бия, неоднократно подчеркиваемое в тексте тетради Чингисхана, наводит на мысль, что человеком, записавшим народное сказание на бумагу, мог быть башкир-табынец. Вообще интересно то, что табынцы на протяжении 17-18 века являются носителями исторического знания. То есть мы обратим внимание, что Петр Иванович Рычков, первый, кто профессионально заинтересовался историей башкир, член-корреспондент Академии наук, основную информацию черпает в основном из информации табынских старшин, прежде всего Кидрияса Мулакаева, который сообщает ему, что у башкир есть книги по истории башкир. То есть и Петр Иванович Рычков подтверждает этот факт, что многие события о истории башкир до русского периода взяты именно у старшины Каратабынской волости. Именно табынцы, в общем-то, приложили руку к появлению литературной обработки этого устного сказания. Однако сакральным центром, связывающим башкир с Чингисханом, объявляется земля башкир рода Юрматы, где находится гора Туратау и откуда якобы происходили бабушка Чингисхана Гулям-Алик и его мать Алангу. О ее сакральности в глазах башкир свидетельствовал академик Иван Лепехин. Иван Иванович Лепехин – русский ученый-энциклопедист, академик Петербургской академии наук, автор дневных записок путешествия по разным провинциям российского государства, посетил Башкирию в 1770 году. Академик Лепехин писал: «За свято почитаемое башкирцами Туратау принудило нас быть роскошными и возбуждать башкирскую неустрашимость вином, ибо никто из них на сию гору с нами идти не хотел, отговариваясь разными обетами, которыми они горе должны, и которые еще не исполнены, ибо без исполнения обетов влазить на гору никто не сможет, разве кто хочет сам себе быть злодеем. Сожалея о башкирском заблуждении,
Апачи, думая, что они отговариваются только для трудного на гору всходу, старался я им показать, что от горы ничего воспоследовать не может и что она никакого обету не заслуживает. Но башкирцы, будучи от природы честолюбивы, а особливо те, которые за знатоков между ими почитаются, не очень весело слушали наши доводы и, наконец, говорили, что, не упоминая о книге «Чингис», в которой много о сей горе писано, два тамошних примера сказать довольно. И далее академик приводит мнимые примеры небесной кары людям, осквернившим гору. Личное свидетельство академика Лепехина ценно во многих отношениях. Во-первых, он сообщает, что в книге «Чингис» об этой горе много написано, хотя в дошедших до нас списках произведения она упоминается лишь один раз. Следовательно, мы имеем сокращенную редакцию этой книги. Во-вторых, из слов академика следует, что книга «Чингис» была широко распространена среди башкир. В-третьих, гора Туратау была в таком почтении у башкир, что они давали ей какие-то обеты, без исполнения которых влезать на нее категорически было запрещено. Речь идет, конечно, не об обожествлении горы как таковой. Святость ее была иного рода. Вероятно, гора считалась символическим местом, связанным с народным мифом башкир о происхождении их политии, конституированной, по их мнению, самим Чингисханом. Последний был обожествленной фигурой в Монгольской империи. Очевидно, инерция его культа, то есть идеологии чингизизма, давала о себе знать у башкир еще в XVIII веке. Так или иначе, «Чингис-наме» было самым популярным произведением народного творчества, пронизывавшим сверху донизу самосознание башкир. Фольклор менен, башкорт шәҗәрәләре менен бик нык аваздаш. Менә шул ук Табын ыруы башкортларының шәҗәрәһен алып караһаң, ундагы мотивтар Майкы бейдең Табын ыруы башлыгы. Шул ук соңгы мәләге мотивтар менен аваздаш. Юрматы башкортларының шәҗәрәһендә лә, Меңле ыруы башкортларының шәҗәрәһендә лә, Кыпсактарның шәҗәрәһендә лә шул мотивтар ниндәйдер бер ярсык булып Лексикограф, этнограф и фольклорист Владимир Даль в своем очерке «Башкирская русалка», опубликованном в журнале «Москвитянин» за 1843 год, писал: «В сказках и песнях их поминается родоначальником дивный Чингисхан, коего предок рожден девственницею от наития солнечного луча, а сам он Чингис, вдовою Алангу, которую также посетил луч солнца и возвратился от ней серым волком с конскую гривою. Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена, или, как их называют у нас, на волости. У каждой волости свой уран, отклик, своя тамга, рукоприкладный знак, свое дерево и своя птица, розданные, как верит сам народ, самим Чингисханом». В степи, в степной культуре долгое время существовала такая форма, как устная литература. То есть это исторический нарратив, который передается устным образом. И в этом его привлекательность, потому что литература – это все-таки удел книжников, то есть достаточно узкий слой образованной элиты. А устная литература, она охватывает все общество. То есть, и обратите внимание, Дафтар Чингис-наме, по словам Владимира Даля, знал каждый мальчик в башкирском обществе. То есть это текст, который являлся своего рода сакральной конституцией башкирского общества. В 1822 году одна из рукописей тетради Чингисхана была издана лектором Казанского университета Ибрагимом Хальфиным в сборнике под названием «Жизнь Чингисхана и Аксак Тимура». Затем, в 1835 году, в журнале «Сын Отечества» Владимир Даль опубликовал русский перевод, назвав его «Жизнь Чингисхана. Татарская сказка». Почему татарская? В сноске есть пояснение. Оказывается, потому что, по мнению Даля, она напечатана на татарском языке лектором этого языка Хальфиным в Казани в 1822 году.
И, соответственно, с легкой руки Хальфина, который атрибутировал это как материал для татарского чтения в терминологии начала XIX века, этот текст и был, эта атрибуция, это определение и было использовано Владимиром Ивановичем Далем. Соответственно, татарский в этот момент и для Хальфина, и для Даля, и для других исследователей того времени это зонтичный термин, который обозначает тюркское мусульманское население России. Тем не менее, историк Миркасим Усманов со свойственной многим казанским гуманитариям тенденциозностью в своей книге «Татарские исторические источники XVII-XVIII веков» атрибутировал Чингис-Наме как татарское, но не в обобщенной характеристике русской ориенталистики XIX века, а в конкретном этническом смысле, приведя для достижения этой идеологической задачи, мягко говоря, неубедительную аргументацию. И при этом сам Хальфин упоминал, что язык этой рукописи кажется ему непонятным и чужим, он связывал его с некими восточными пределами, возможно, там с регионом по реке Тобол. Құмартқының текстіне келсек, шулай ук ул шул дөйім түрки, иске түрки тілінде язылған, ләкин оның текстында башқұрт тіліне генә хас болған элементтар ұсырай. Мәсәлән, көп кенә бұрынғы тексттарда гел Ирақ деген һүз кулланылган булса, бunda алыф. Тик башқұрттарға гына хас һүз бит инде ул. Очевидно, тетрадь Чингисхана многие века бытовала в устной форме и лишь в XVI-XVII веках стал переноситься на бумагу. Будучи предположительно табынцем, автор являлся сторонником сибирских шибанидов, почему в тексте и на полях приводится только генеалогия этой династии. Именно поэтому противники шибанидов, кланы Салжиут, Кунград, Катай, показаны в тексте отщепенцами, которых Чингисхан подвергает наказанию. В истории не существует того, что не имеет функционального идеологического оправдания. То есть, если происходят какие-то события, мы всегда должны найти какую-то апологию этих событий. То есть, в данном случае именно данное произведение объясняет всю канву башкирской истории на протяжении нескольких столетий. То есть утверждение автономного статуса в рамках Монгольской империи стало образцом для утверждения отношений с русским государством. А то, что произошло в середине XVI века, деятелями Первой Республики будет рассматриваться как идеальный образец. Во всяком случае, в их выступлении это неоднократно упоминалось, что для нас отношения с Иваном IV должны рассматриваться как идеальные отношения для нашего государства. То есть мы видим череду трансляций одной и той же идеи, одной и той же концепции. Поднимая в XVII-XVIII веках восстание в защиту своих прав, оговоренных условиями присоединения к России, башкиры говорили властям, что они владеют землей, которую им пожаловали их прежние ханы-чингизиды. Ясно, что знание это опиралось на Чингиз-Наме, ведь других документов у них не было. Казалось бы, можно ли было всерьез апеллировать к фольклорному источнику? Видимо, можно. Красноречив пример сасанидского Ирана, где не было официального летописания, но был официальный эпос – книга «Владык» Шахнаме, который никто не рискнет назвать выдумкой. Так и здесь Чингиз-Наме, несмотря на мифологичность сюжета, передавал суть событий прошлого. И в этом отношении он абсолютно историчен.